спросил меня: ну к чему это пишешь стихи? Тратишь силы, как вол для сахи? А спросил ли мой друг у овса, что созрел на полях, ночь и день, почему он шумит? Ночь и день сам с собой говорит. А у речки спросил ли мой друг, почему она вечно журчит, не смолкая струится, бежит? А весною в садах соловей почему распевает с ветвей? Ты об этом спросил ли, мой друг? Стихии часто приходили к ней во сне. Также часто она видела себя маленькой, снилась бабушка. Она, маленькая девочка, как и прежде, ласково называла ее Аби. Рассказывала ей, что у нее получилось стать, как и она, колдуньей. Только лечит она не кореньем, не отварами, а скальпелем и лекарствами. Она врач. Аби тоже говорила с ней, только вот уловить смысл она не могла. А утром просыпалась с мыслью, может быть, хотела предупредить о чем-то. А на дворе были 30-е годы. У всех на слуху было страшное слово «ГУЛАГ». Люди исчезали внезапно и бесследно. Врач Лина Векшина, она же первая удмуртская поэтесса Ашаль-Чаяки, чувствовала, что и в ее жизни грядут перемены. До нее дошли слухи. Арестовали Кузибая Герда. Его обвинили в организации подпольной контрреволюционной организации «Софин». По этому делу была задержана большая часть удмуртской интеллигенции. Среди них и ее родной брат Иван. Его больше знали под писательским псевдонимом, а его Иви. А в феврале 1933 года пришли и за ней. Атаймлям тушкашкас, охьесви арестовать карилям, кот курезестизено, вань коштетёсе, книгаосе, атай сутис, охьяпай тюрмен соку пукис куатто леш. Сое Кузибай Герден герджашкем шуса, айво Иви, агаймес, и охьяпезно, пуктизы тюрмае. Одикпол сыче учырвылем. Сое отчало уин до просе сылыса уй бытовет кежет огнас камерайнсо и та шедейни палан помузу звуме даш савет чем може брытой шусамара та чем скиллянес аджитой шусамара одик поласа туртевлем ошишкыны. Чидан, удмуртшным план чидан избачим шо, но дундевну лишкотке, хоть мы чидате куглу, и маршрут это цомда чида, конец это он чидашкот, со жмукшному, совеник чидас. Ее освободили, но и после она жила в страхе ожидания нового ареста. Берлосо вещь курдаса гнеуле, соиник, первый бертем бераз, пизе черте фотография, сниматься карышкины, ножик все равно пуктозы драй, узмозмте драй соя шуса, и вот чтобы хоть карточка есть, кено пьезлен ще раз медлоз. Ждать пришлось недолго. Во второй раз ее арестовали в 1937 году. «Я думала, что сойду с ума», — говорила она потом. «Темная тюремная камера. В нее не попадал даже солнечный свет. О том, что наступила ночь, я понимала, когда приходили крысы». Освободили ее и на этот раз. Говорят, освободили с условием. Она не должна была больше писать. Согласилась, но правда ли это?
Ашпен шуишкому, что ашальчи оки гожачки мыйтук репрессиос куцкемен. Репрессиос куцкемен, но кукемон эскерен куцки солож кот кутшому купатам ласолен кавбурес купатам лавероса шумы. А рючки шкомки ашальчи оки берло кавбрузе шумы сборки с потом бере, кредите арбере, одик кавбурно, одик кошти одик кавбургане. Кредитяр бере с гожачки, кышкотен нас гожачки, кшижимон нас гожачки, одик кавбуреза потом навел кыштям сетерен гошти одик гане кавбур кавы бере. Согерчашкимон малпашкомон ашальчокелон пушудоненыз репрессиус эвална. Но кшкотети арын уже куцкизы гердвеле пож вупажаны. Гердес партем шамен ултияны и ашальчи оки аслас нылкшно шулемыны шыды, что литературен но улонын куцкозы батим воштишкон йос. И со палантишкон куцкиз литературалыш. Еще в конце 20-х она написала Кузибая Герду. Писать, что в действительности чувствуешь и переживаешь, нельзя, а фальшивить не хочу. Удмуртская литература на краю гибели. Все талантливые и лучшие силы преследуются. Остаются в ней совсем не писатели. На что Кузибай Герд ответил ей стихами. Лымы тужджок шуна бре, ускыз, узбыркал брюсмы. Гоштем чебер книга осмес, былич калы куцалы джоз. Соку лёгем пыти осмес, улон шурес, былич аджоз. Чурьез на малпашков, но и куктовалдыр. Состаса просто уляс на малпашков. Уляс и мукает уже, эмьян уже вырис. Только свои еще он забыгат из дыркужашку. Кыжи гужашки между то, тани кшноморт шектен локе, соландыр звона, сосое нылпивае о кылбур, со тоже ожит шуатын луэ, а дями богато сое гоштутек со туж люкете тынет. И кыжи сосой же улем, сое гоштутек мунсо просто баланте. Нового ареста она ждала вплоть до начала Великой Отечественной. На фронт Лину Векшину призвали на 3-й день войны. Когда война началась, по существу на следующий день ей предложили, или через 2 дня, предложили работать, возглавить районную больницу. Главврачом, короче. Предложили работать, да. Но она это восприняла как бы равнодушно совершенно. А когда почти в тот же день предложили поехать на фронт, она заулыбалась и, значит, с радостью сообщила в семье мужу, что она уезжает на фронт. А фронтену мечтазыса шумботе марлы, оскосолы репрессированной адямилы, ашме солдат ясыз янатыны. Шишксапе пуке картези, домработница, что это пырено, что я еду на фронт. А почему ты радуешься? А как мне не радоваться, если мне доверяют лечить наших раненых? Картез джучевался он бересо, инды кутиясен джучайн верашкон кошкенсен. Лина Векшина прошла всю войну. Весть о победе услышала в Польше. Была награждена медалью за боевые заслуги. В служебно-политической характеристике капитана медицинской службы Лины Векшиной было отмечено: является квалифицированным окулистом, успешно проводит диагностику и лечение травм глазного яблока, освоила проведение операций. Товарищ Векшина отличается большим трудолюбием, редкой добросовестностью и честностью в работе, доходящей иногда до недооценки своих сил. Есть такой случай, есть такой факт в ее жизни фронтовой, когда вот работала, стояла, оперировала раненых бойцов в течение не только часов, сутками. 3 суток могла она не спать, как и все другие. Но вот однажды она после такого дежурства
пошла, должна была взять пробу пищи в столовой, этой солдатской, скажем, да. И вдруг, когда направилась туда, упала, и не куда-нибудь, а упала в крапиву. Как упала, так и заснула. Вот это удивительный факт, да? Но это правда. Это правда, это было, это подруги рассказывают. Вот до такой степени работали. Она никогда не жаловалась на свою жизнь, на фронтовую жизнь, несмотря на то, что было так вот тяжело. Вань медсестросну, врачесну, а седеш вирзес что-то влем сасырмен солдат яслы. А удик полсыча учир влем. Егит боец, ведь операция ли что? Кукет здесь уранить влем. И талысы операция ли что? Ну, а где что умрыс, все, косактис, вирус брейн тален. И шуя калетиналы, Алевтина Филипповна, Тина, бери мою кровь. А через операцию лечь-то ведь, а слышь-то суй за счетца, башь-то лечь-то в вирме. Мало именно слышь-то группа крови ведь одинаковая должна быть, ведь. И вот со операцией лечь-то, а слышь-то звирзен счета, и та пиленым на распе, чужит пепрын кучки, и со сыче шумпоте, кычеса шумпотон куке, а дямейте над кивлад улдже. Домой она приехала в октябре 1946 года. Вернулась целой и невредимой. Ее уже ждали в больнице. И она снова стала колдовать над больными. Киньке содорын дышецкема ведь. Кудис шо, юмен гнепе угды енаты валкать, кылын изна енаты валкать. Шо, пешая зна пелляшки швилема ведь. Со шуевлем пешая кадикпе, мнамно сакрес горд буяме потевал. Вот майскено валдыр, малыкено соленки ула задямиос янало. С наступлением хрущевской оттепели было издано постановление о культе личности Сталина. Лена Векшина получает письмо. К ней обращается Аркадий Клобуков. Как хорошо и поэтично получилось бы у вас с воспоминаниями. Вы же были у колыбели молодой удмуртской литературы. Но в ответ первая удмуртская поэтесса пишет: Действительно, времена настали чудесные. Вот запеть бы полным голосом, но голоса нет. В 1933 году мне посоветовали бросить писать плохие стихи и постараться сделаться хорошим врачом. И я сделала все, чтобы забыть. Правда, во сне они, стихи, меня донимали. И мне было досадно, что не могу избавиться от этой заразы. Со огни беректишке кылбурану да со беректишке проза удусы. И татын солын гоштамын ог дасодик пала веросёсыз. Нырышети кылбурчигына ветельвал со нырышети веросчиновал, со еник та туш тунско, нырышети веросчишуса, та шариш туш жит верашкишкома. В основном кылбурёсыз, лирика шариш. Но та не может отсалки. Лирика кылбурёсы за солон кужмогез, веросёсы за кужмогез. Мондыранно плачечки молкешоно союзно таизно солен золеш, соязно таязно лябёсызге звань, соязно таязно зол произведению звань. Почему они турчеркем шинку спинула кыцуновуэ? Ломарный изянты. Она из напишет мане с бокоем кшкато. Марлы сам маркаран изучит. Тань бококтос. Энкс какочшес буштиз. Киде чаптос. Учки альтанылыс. Алига не дерем зе воштембал. Айзе копаке гренсаптам. Боко. Пырмидоры. Тон мане с баджим мешокадно. Ну базаре. Чоткин лукено. В наследство Ашальчиаки оставила 20 рассказов и 38 стихотворений. Но большую часть жизни она заставляла себя молчать. А сколько могла бы сказать, если бы заговорила? Ответа на этот вопрос нет. Лена Векшина – врач. Ашальчиаки – первая удмуртская поэтесса.
прожила только одну жизнь, ту, что прожила. Хоть мотылек моя душа, зачем ее поранены крыла? Хоть сердце мелодично, точно гречь, зачем его оборвана струна? Хотя мечта, как золота струна, зачем цепями скована она? В последние свои годы она очень просила, чтобы ее проводили с песней на ее стихи. Ее желание было исполнено. И теперь, годы спустя, напевая знакомые мотивы и повторяя знакомые слова, многие отмечают: так это же народная песня. И, наверное, это выше всех высоких наград.